Вот уже 31 год ладская трагедия, кровоточащая рана в памяти народа Абхазии. В этот день страна вспоминает тех, кому враг не дал ни малейшего шанса на спасение. 14 декабря 1992 года над высокогорным селом Лата грузинскими войсками был сбит вертолет с беженцами, летевший из блокадного Тхварчала в Гудауту. Погибли все 87 человек, находившиеся на борту, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин. С самого утра люди несут цветы, игрушки и сладости к братской могиле в городе-герое Гудаута. Зажигают свечи в память о невинно убиенных. В этот день вся Абхазия скорбит вместе с семьями погибших. Вся семья моей мамы, 6 человек. Это был ее родной брат, 2 ее невестки и 4 маленьких детей. Маленькому было 2 месяца. 3 годика, 4 годика. Это боль, с которой я росла. Но вот, когда я уже стала мамой, я поняла, насколько она тяжелая. Трагические события тех дней не сломили абхазский народ, а наоборот сплотили в борьбе с жестоким врагом, благодаря чему народ выстоял и победил. В этот день содрогнулась вся Абхазия. Все здравомыслящие люди из других стран. Душат спазмы бессильного гнева. 36 детей. 15 из них единственные сыновья в семье. 8 сгоревших женщин собирались стать матерьми. Память не оживляет погибших, но пепел от их сгоревших тел стучит в наши сердца, напоминая, что надо делать все возможное, чтобы подобное не повторилось. Безусловно, ладская трагедия – одно из наиболее страшных и жестоких событий в истории человечества, которое, впрочем, так и не получило мировую оценку. Но 14 декабря 1992 года останется в новейшей истории Абхазии одной из самых тяжелых и трагических дат, а память о жертвах ладской трагедии всегда будет жить в сердцах абхазского народа. Аля Катрапша, Адам Рджения, Абхазское телевидение.